Уважаемые друзья, всем добрый день. Нахожусь в городе Астана, в центре нашей столицы, где находится древнее кладбище Кара-Өткел. Уважаемые друзья, здесь похоронены, как мне сказали, более 10 тысяч человек. И самое главное, для чего я сюда пришел? Чтобы показать, где лежат войска некоторые Кенесары хана. Уважаемые друзья, именно в этом кладбище лежат 50 султанов Кенесары хана, а также 200 войск нашего последнего великого хана. Уважаемые друзья, когда Кенесары хан пришел на трон во время Российской империи, когда Российская империя начала убирать из казахской земли ханов, а также биев, Кенесары хану это не понравилось. И когда он пришел на трон, он первым делом начал освобождать такие области, как Акмолинская, как Читауская, Омская и так далее. Да? Кенесары хан освободил от хохандов город Созах, город Сауран. Сейчас в некоторых наших северных соседских историях говорится то, что Российская империя помогла казахам освободиться от хохандов. Нет, от хохандов казахов освободил именно Кенесары хан. Уважаемые друзья, во время освобождения Акмолинской области Кенесары ханом, от кого он освобождал? Конечно, от колонизации Российской империи. В местной, как говорится сейчас в современной Астане, происходили некоторые битвы с войсками Российской империи. Уважаемые друзья, здесь похоронены, как я уже сказал, 50 султанов и 200 войск Кенесары хана, которые отдали за свою жизнь за исконно казахские земли. Уважаемые друзья, Кенесары хан был всегда за казахов и за свои исконные казахские земли. Уважаемые друзья, и те войска Кенесары хана, которые и султаны, которые здесь лежат, они отдали свою душу именно за исконно казахские земли. Уважаемые друзья, у нас сейчас в современной России и во время Советского Союза про Кенесары хана писали всякие байки. То, что он был якобы разбойником и убивал своих казахов. Да, Кенесары хан убивал своих казахов, но почему он это делал? Потому что среди казахов были предатели, которые возвышали чужую страну, возвышали другой народ и выходили против своего народа и против своей нации. Кенесары хан не жалел таких предателей, и он правильно делал.